Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем казаць о падзеях 6 по 12 ліпеня включно. Я пропоную наступные 5 падзеяў. 11 ліпеня другая годовина забойства Олеся Пушкина. 9 ліпеня Польша ввела санкции супраць лукашиста Александра Машэнскага. 7 липня заканчэнне саммита БРИКС в Бразилии. 11 липня 220-я годовина забойства 5 монахов-базильянов московским царом Петром I в Софийском соборе в Полоцку. И апошняе 7 липня 25 годов як знік Змітер Захаренко. 11 липня 23 года в Городне закончился земный шлях великого белорусского мастака, выбітнейшего белорусского адраджэнца Олеся Пушкина. Олеся Пушкина забила лукашенковская ГБшная зграя. Этой дата 11 липня мусила быть и сёлета галоўнай на мінулым тыдні. Беларусы павінны былі нагадывать про тое, что сёння в краине незаконная ГБшная ўлада, якая проводит террор и репрессии. Але ж мы бачым, что террор и репрессии протягиваются, а белорусов займаюць рознымі справами, ствараючы все больше и больше розного информационного шума на диаспоры. Трагедия белорусской нации, бо самые жахливые падзеі, звязанные с репрессиями лукашенковского режима, еще напередзе. И сам Олесь Пушкин мог быть уратаваннем в тым ліку и для белорусов, якія в Польше, потому что под погрозой и ихний статус тут, я хотел бы нагадать, что Польша является таким оазисом для белорусов, в адрозненне от Украины, в адрозненне от Литвы, громадяне Республики Беларусь тут пакуль не дискриминуются. Але калі мы забываемся про такие жахливые даты, то пашырэнне праз некаторых дзеячоў русской мовы, а это ёсць межы русского света, непазбежна ударыць и по беженцах белорусов в Польше. На великий жаль, сёння и Ольга Бондарова спокойно на свободе, тая даносчыца, адкуль и пачаўся турэмный шлях Олеся Пушкина. И все судьи, вертухаи, лекары, якія катавалі Олеся Пушкина, яны покуль не боятся суда, бо пакуль яшчэ той час, калі знішчаюць беларусаў. Вы все ведаете, что осужденный был Олесь Пушкин незаконно за то, что написал портрет Аўгена Жыхара з Магра за Беларусь, які загинул в 50-е годы в борьбе с ГБшным отделом. Вось в такой ситуации находится сегодня белорусская нация. Калі нельга ушановывать героев и калі выбітных белорусов забиваюць. Бо про Олеся Пушкина я казал на митингах в Варшаве еще, калі ён был живы. Это сапраўды целая эпоха в белорусском адраджэнні. Сапраўды великий человек. Давайте все-таки не забываться про сапраўдных белорусских героев, бо только так может ацалець Беларусь. Вось дзеля Беларусі и дзеяў Олесь Пушкин малявал картины, кошт таких будет дорожей с каждым годом, проводил перформансы, робил все, чтобы наша краина была вольная. На великий жаль, пакуль мы под прыгнётам, але ж так будзе не заўжды. Свой да свайго па свае. Шановные сябры, падтрымайце, калі ласка, YouTube канал Вячеслава Сіўчыка, мой YouTube канал. Вельмі прошу вас распаўсюджваць информацию, что такие YouTube канал есть. Калі ласка, лайкайте, комментуйте, задавайте пытания. И, может быть, самое главное, у кого есть магчымасць, оказывайте, калі ласка, финансовую дапамогу. Это можно зрабіць по першай спасылцы под гэтым видео. Свой до своего
па свае. 9 ліпеня Польша вела санкцыі супраць Александра Машэнскага. Я вітаю гэтае рашэнне ўладаў Польшы. Хацеў бы адзначыць, што палякі прынялі гэтае рашэнне самастойна насуперак тым так званым аб'яднаным дэмакратычным сілам, якія замянілі сабой апазіцыю. Я думаю, глядачи моего канала памятуют ту ганебную дискуссию в этом Коалиционном совете по транзиту улады на конт одного из гаманцов Александра Лукашенки. Памятаете, что не смогли с ним разобраться, поляки все-таки ввели санкции супраць подельника Александра Лукашенки. И это треба рабіць, бо інакш улада вот гэтай банды, якая арыштоўвае, катуе штодзень беларусаў, якая забівае беларусаў, улада гэтай банды будзе вечнай. Абсолютно агідныя высілкі тых людзей, якія купленыя на грошы і Машэнскага, и іншых представников лукашенковской банды, якія спрабуюць давесці вот эти знакомитые ГБшные «вы сами все понимаете» и все неоднозначно. Насамрэч, все зразумела и просто. Банда хочет знішчыць беларускі народ. Для того, каб уратаваць беларускі народ, трэба змагацца з бандай. И прикарытныя бізнесоўцы, такие как Машэнскі, это звычайныя бандюки. На великий жаль, введены толькі санкцыі. Насамрэч, таких людей просто сажать трэба в турму, каб яны давали показания, в тым ліку персонально Александра Лукашенки. Але ж мы еще далекие до этого этапа, бо это может быть здзейснена толькі тады, калі в Беларуси адбудзецца революция и банду будут судить. Спадзяюсь, что калісьці так будзе. 6-7 ліпеня в Рио-де-Жанейро в Бразилии адбываўся чарговы саммит БРИКС. Это объединение уже 11 краін, потому что хотел бы нагадать, что долучилась сёлета Индонезия до этой организации. Что важно, это то, что лукашенковский режим представлял министра замежных спраў на этом саммите Рыжанкоў. Как вы бачите, вага этого чиновника все больше и больше павялічваецца. Сам саммит адбываўся в краіне, якая признае Международный криминальный суд. Вы ведаете, есть ордер на арешт злочинца Владимира Путина. Тому Россия была представлена министром замежных спраў Лавровым. Путин побоялся лететь в Бразилию. Не принимал удел в этом саммите кіраўнік Китая Си по другой причине. Я представлен был Китай на высоком уровне, был премьер-министр Китая. Але ж Китай знизил свое представительство на этом саммите, я думаю, в первую чергу, дзякуючы Дональду Трампу, потому что Дональд Трамп погрожает краінам, якія входят в БРИКС, санкциями. Найбольш боязнь у Злучаных Штатов Америки есть у тым, что это объединение рано ці позна пахавает доллар как международную валюту. И это сапраўды дастаткова сур'ёзны выклік. Был прыняты по выніку двухдзённага саммита дастаткова вялікі документ, он больше 30 сторонок. Осуджены был удар по Ирану, что абсолютно натурально для этой оси зла. Але ж таксама гэты саммит показал об тым, что пашыраецца падтрымка России в российско-украинской войне. И что ситуация сегодня уже не тая, якая была в 22 годзе, калі амаль што все, в тым ліку і большасць краінаў БРИКС, напраски осуждали российскую агрессию. Российская агрессия не изменилась. Россияне застались агрессорами, они грубо порушают международное право, але в коммунике по выніках працы осуждение Украины за удары по объектах на чыгунцы и іншых мирных объектах, и ни слова про зверство российских войск. Я хотел бы нагадать, что и на этом тыдне массовые были обстрелы украинских городов, и гинули дети не только в Курску в России,
але ж і в Украине, причем в разных городах. Отбылся и теракт, когда был забит в Киеве полковник СБУ. Явно, что это, снова-таки, российская операция. Война протягивается. На великий жаль, по-ранейшему ползут оккупационные российские войски по территории Украины. И вот такие объединения, как БРИКС, они морально подтримливают агрессора и створяют для всего света таку великую небезпеку. Бо натуральне, що ті слова, які есть в документе БРИКСа на конт российско-украинской войны, они абсолютно неприймальні ані для права, ані для правди, ані для того, щоб не було абсолютно небезпечно для всього світу Третьої Сусвітньої війни. Але ж країни, лідери яких зібралися в Бразилії 6-7 липня, мають свої плани, і ці плани так само погрожають цивілізації. Бо в цьому об'єднанні є імперія лжи, імперія зла Російська Федерація. 11 липня 320-я годовина с жахливого забойства 5 святаров-униатов, монахов-базильянов. Здійснено это было власноручно московским царом Петром I разом с Алексеем Меньшиковым и еще несколькими российскими офицерами. 1705 год уже не было принято в Европе, как такими злочинцами займались монархи. Але ж Россия это сапраўды імперія зла. Русская православная церква ненавидит униатов, ненавидит греко-католиков. И это наибольше проявилось в этом дикунском учинку Петра I, потому что святаров не только забили, их перед смертью жахливо катовали. И вот эта вся людоненавистская сутность и Петра I, и нового российского империализма, она жестко проявляется в этом ганебном для российской истории выпадку, трагичном для белорусской истории. Мне завсёды было вельми крыўдна, калі представники моего поколения, якія выросли в тым ліку и на российской культуре, начинали нечто казать про Петра I, который прорубил окно в Европу, який он был великий дзяч, шмат что зрабіў. Забойца ніколі не может быть оправданы. Это забойца. И он, и его солдаты здійсняли злочинство на белорусской земле. И сведком гэтаму и Софийский собор, и вот гэты дикий выпадок, про які ніколі не повинны забываться белорусы. Бо сёння Россия кирует достатково маленький по росту, немагчыма параўнаць з Петром I. Серая моль Владимир, шерая моль Владимир Путин, але ж людожерская сутность российского империализма гэткая же, як 320 годов тому назад. Яны створаны для того, каб завивать людей и веру, что и продемонстровал в Полоцку Петр I. Свой да свайго па свае. Шановные сябры, запрашаю на традыцыйную акцию беларусаў Варшавы, якая адбываецца штонядзелі о 14 гадзіне каля помніка Коперника. 20 липня о 14 гадзіне помнік Коперника. Будзьма разом. Свой да свайго па свае. 7 липня 25 гадоў, як знік Зміцер Завадскі. Бачите, прошло уже 25 годов. Я ведал Змітра асабіста, як шмат хто з глядачоў моего канала ведае. И он был политвязнем, он шел по справе Павла Шеремета в 97 году. Стиплый, интеллигентный, молодый человек, который так и застался молодым. Ему было меньше 30 годов, 28, когда засталась пустая машина в Минском аэропорту, бо Завадскі поехал сустракаць Павла Шеремета в аэропорт, и после этого он знік. Хутчэй за все был забиты эскадронами смерти.
Цудоўна ведаў і маці Дмітра Завадскага, Вольгу Завадскую, якой не стала 2 гады тому назад. Яна вельмі цяжка хварэла перед сваёй смерцю. І так не дачакалася ніякай інфармацыі аб тым, што зрабілі з яе сынам. Вольга Завадская была сябрам сойма руха «Солідарнасці разам», удзельнічала в шмат якіх наших мерапрыемствах, ездила разом с делегацией руха «Солідарнасці разам» в Катынь. Там, між іншымі, допытывали ФСБшники, и было вельмі великое здзіўленне Вольги Рыгоровны, калі яна давала интервью радио «Свободе», и там вырезали, про кого пытали ФСБшники падчас ее допыта. Она не разумела, что цензура дастаткова жорсткая есть и незалежных СМИ. Заўсёды она была на акциях по забитых лукашенковских режимах, по палітвязнях. Таким чынам, барацьба за праўду пра свайго сына ўжо ператварылася в барацьбу за всю Беларусь. Бо Зміцер Завадскі з'яўляецца сімвалам беззаконня лукашенковской банды, як і іншыя зніклые того периода, насамрэч забитые лидеры белорусской оппозиции, Юрий Захаренко, Виктор Гончар. Абсолютно трагично, что 25 годов прошло, злочинцы не наказаны, нема ніякого давера тому суду, який адбываўся, бо хутчэй за все просто до бандитских дзеянняў группы причапили еще и справу Дмитра Завадского, во всяком разе родичи Завадского этот суд не признавали. И вельмі хотелось бы все-таки, как наступил той час, калі была сказана правда, что здарылася со Дмитром Завадским после того, як ён знік, и где ён пахаваны. При гэтым режиме, які по-ранейшаму забивае беларусаў, такого не будзе. Хотя Пачвара Лукашенко демагогично давал наказ знайсці забойцу Завадского, але что он только не наговорил падчас своего уже вельмі шматгадового кіраўніцтва. Бо якраз на мінулым тыдні была вельмі трагічная дата, черговая гадавіна другого тура выборов президента Республики Беларусь в 1994 году, калі на великий жаль и на великую беду для белорусского народа Александр Лукашенко был обраны на 5 годов. А если вы бачите, что он кіруе уже несколько десятигодий. И злочинствов его режима робится все больше и больше. А 25 годов тому назад знік Зміцер Завадскі. Як это было, мы не ведаем до этого часу.